Власти Таджикистана все еще разыскивают братьев-мусульман. Председатель Верховного суда Таджикистана раскрыл подробности дела Рустама Саид Ахмадзода. Лучший молодой футболист Таджикистана продает шаурму в России. Такаев поручил привлечь в страну зарубежные фирмы, которые покинули российский рынок. Как сообщили источники ПАЙОМ, правоохранительные органы нескольких городов и районов Таджикистана разыскивают десятки человек по обвинению в членстве в группе Ихван-уль-Муслимин. Источник ПАЙОМ прислал полный список лиц, находящихся в розыске по делу в членстве в группе «Братья-мусульмане», количество которых составляет более 50 человек. Ранее генеральный прокурор Юсуф Рахмон заявил, что власти Таджикистана объявили в международный розыск 72 человека по обвинению в причастности в группе «Братья-мусульмане». Неизвестно, почему этот список вдруг сократился на 20 человек. Министерство внутренних дел Таджикистана также официально объявило нескольких лиц в розыск, а их фотографии размещены в отделениях МВД в районах и городах страны. Имена некоторых из них были найдены ПАЙОМ в стендах розыска МВД. Это Алимов Бахтиер Файзулович, Хамдамов Ширали Касымович, Нурулоев Гуфрон Каримович, Кануатов Джамшед Джемамуродович, Хамдамов Музафар Касымович и Хасанов Камильджан Хайдарович. В расположении сайта ПАЙОМ находится полный список разыскиваемых лиц, но не все из них согласятся, чтобы их имена были опубликованы в прессе, так как они опасаются преследования своих родственников со стороны правоохранительных органов. Председатель Верховного суда Таджикистана раскрыл подробности дела Рустама Саид Ахмадзода, судьи суда Бабаджан-Гафуровского района Сагдийской области, попавшего в немилость после вынесения оправдательного приговора и освобождения обвиняемого из зала суда. Рустам Саид Ахмадзода обвиняется в превышении служебных полномочий и заведомо ложном доносе о преступлении, сообщил Шер Мухаммад Шохион на пресс-конференции в Душанбе сегодня, 14 июля. 43-летний Рустам Саид Ахмадзода, судья суда Бабаджан-Гафуровского района Сагдийской области, был задержан 29 июня в Душанбе. 1 июля решением суда он был помещен под стражу сроком на 2 месяца. Спустя неделю после ареста судьи президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ, в котором говорится, что Саид Ахмадзода освобождается от должности за совершение поступка, порочащего честь и достоинство судьи. Рустам Саид Ахмадзода заявил, что себя виновным не считает и намерен в течение 2 месяцев доказать свою невинность. Председатель Верховного суда Таджикистана подтвердил и задержание Азизы Хайдаровой, секретаря Рустама Саид Ахмадзода. Хайдарова обвиняется в мошенничестве, отметил Шохион. О Рустаме Саид Ахмадзода местные СМИ написали после того, как он вынес оправдательный приговор по нашумевшему делу и освободил обвиняемого из зала суда. Аминджан Али Ахмадов, бывший игрок футбольной команды «Равшан» города Куля, признанный лучшим молодым футболистом 2021 года на чемпионате Таджикистана, сейчас находится в трудовой миграции в России. По сведениям футбольного канала, команда ТДЖ Аминджан продает шаурму в городе Киржач. Это маленький городок с населением около 26 тысяч человек, расположен примерно в 110 километрах к северо-востоку от Москвы, на территории Владимирской области России, говорится в сообщении. Со ссылкой на самого Аминджана Али Ахмадова сообщается, что хотя он и был признан лучшим молодым футболистом высшей лиги, но не получил поддержку и поэтому уехал на заработки. Сейчас он занимается продажей шаурмы в городе Киржач, а свободное от работы время вместе с друзьями играет в футбол. Представители клуба «Ротор» из Киржача, увидев одну из его игр, пригласили его к себе. Уже в первой контрольной игре Аминджан забил 4 гола и сделал 2 передачи, сообщает команда ТДЖ. Сам Аминджан говорит, что, может быть, подпишет контракт с этим клубом. «Ротор» из Киржача выступает в первенстве Владимирской области. Выезд на заработки в Россию давно стал обыденным явлением в таджикском спорте. Сегодня на стройках и других объектах трудятся десятки бывших спортсменов, которые подавали надежды и выигрывали призовые места в международных и республиканских соревнованиях. Среди них не только спортсмены, но и тренеры по борьбе, тэквондо, каратэ-до, настольному теннису, волейболу, легкой атлетике и другое.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству привлечь в страну зарубежные фирмы, которые покинули российский рынок из-за войны в Украине. Каждая вторая из почти 1400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка. Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан, цитирует Токаева интернет-портал tengrius.kz в четверг, 14 июля. По оценкам западных экспертов, Россию покинули более 200 крупных фирм, в частности, кинокомпания Universal Pictures, Kisco, ABM, Coca-Cola Company, Lego, производитель бытовой техники Electrolux, Профессионал и другие. Ранее, 28 июня, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин заявил, что в стране проводится большая работа для привлечения зарубежных IT-компаний. По данным министерства, в Казахстан уже переехали производитель видеоигр PlayRix, онлайн-банк Тинькофф, сервис пассажирских перевозок InDriver, цифровая студия TypeType, разработчик программного обеспечения Redmond Robot и другие. Мусин уточнил, что оказано содействие по переезду более чем 1000 IT-специалистов.